Сегодня на избирательных участках по всей стране мониторинг проводят международные наблюдатели из более чем 10 стран, в их числе представители Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и России. Всего аккредитацию получило более 50 наблюдателей. Мы с утра находимся здесь. Должны сказать, что согласно законодательству вовремя открыли избирательный участок, избиратели подходят и они голосуют. Никакое нарушение мы не наблюдали. Я хочу сказать, что мы вчера тоже, бывая в избирательных участках, ознакомились с подготовкой к выборам. По техническим отношениям избирательные участки полностью были готовы. В первой половине дня мы посетили 3 избирательных участка. Несмотря на выходной день, люди активно участвовали, граждане следят за выборами, не нарушая закон. Международный наблюдатель из России Антон Лопатин участвовал во многих выборах. По его словам, в нашей стране подготовка избирательных участков шла долго и тщательно, что соответствует международным стандартам избирательного процесса. Мы уже посетили более 10 избирательных участков. Наблюдали за подготовкой избирательного процесса. Вчера мы были в Чуйской области, посетили несколько избирательных участков и обратили внимание на высокую подготовленность профессиональную членов комиссии, на высокую техническую оснащенность избирательных участков и пообщались, самое главное, с избирателями, которые говорят, что те стандарты, которые Центральная избирательная комиссия Республики Киргизия реализует в плане осуществления избирательных прав жителей Киргизии, они этой системе доверяют, они таким подходам доверяют. Международного наблюдателя из Молдовы Олега Тудасана удивила новая система выборов в Кыргызстане. Даже в ряде европейских стран все еще голосуют по-старому, рассказывает он. Самое главное, что текущий выборный процесс исключает человеческий фактор. Голосовательный процесс. Поэтому для нас интересно, как это будет происходить. С моего опыта, например, из Румынии, тоже такого процесса нету еще. Поэтому это что-то современное. И из того, что будет исключен человеческий фактор, я думаю, что это будет только в плюсе. Это гарантирует, что выбор будет свободный и не может быть такие манипуляции бюллетенями или результатами в итоге. Наблюдатели отмечают, что серьезных нарушений на УИК не выявлено. Выборы проходят прозрачно, благодаря передовым технологиям, которые в разы опережают другие страны. Также наблюдатели ознакомились с нашим новым законом о выборах. Облегчение процесса голосования даст хорошие результаты, подытожили они. Юлия Иценко, Аймерим Назарова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.